Нет ничего плохого в этих электронных играх на смарт-устройствах. В них нет ничего страшного. Но человеку не надо тратить на них слишком много времени. Это касается и детей, братья. Ребенку не следует сидеть 24 часа с айпадом или айфоном. Это ошибка. Ребенку не следует сидеть 24 часа с айпадом или айфоном. Это ошибка. Иногда у некоторых людей ты видишь, как ребенок просыпается ото сна, например, в эти дни он просыпается утром в 10 или 11 часов, и ты видишь, что ребенок, которому нет еще 7 или 8 лет, возможно, он еще даже не сделал фаджр намаз. Он не помолился, не умылся. Если это девочка, то она не причесалась. Он никак не привел себя в порядок. Проснулся, осмотрелся, схватил айпад и начал играть. Это называется зависимость. Или ты можешь увидеть, как ребенок в течение 2 или 3 часов сидит, наклонившись в сторону этого устройства. Так что один врач из тех, которые занимаются операциями, связанными с шейными дисками, говорит: раньше мы делали такие операции только людям от 40 лет и выше. Это может быть какой-то служащий или еще кто-то, кто всегда наклоняет голову к компьютеру, в результате чего страдает его шейный диск. Он говорит: сейчас, клянусь Аллахом, мы начали делать такие операции и детям, из-за того, как много они сидят по 4-5 часов перед смартфонами, наклонив голову. Это влияет на диски, и мы делаем им операции на шейный отдел позвоночника, заменяем диски на искусственные имплантанты. Поэтому я прошу моих братьев, дети, которых попустительствуют в этом вопросе, не допускайте послаблений вы. Я поделюсь с вами опытом, который я сам практикую. Я забираю у них все эти устройства вне учебы, даю только с четверга и до субботы. Когда начинается айша намаз или чуть позже, я забираю их у них, также в четверг и пятницу. На своих выходных они в принципе чем-то заняты, ходят к родственникам, то есть дома не сидят, не так, как в остальные дни недели, когда в основном они никуда не выходят. В Рамадан я также забрал у детей эти устройства и сказал: давайте тот, кто прочитает Коран 1 раз, мы дадим такой-то приз. Кто 2 раза, тому дадим такой-то приз. То есть, несомненно, первые 2 или 3 дня они тебя нервируют. Дай нам телефон, все же остальные играют. Но в конечном счете человек привыкает. Некоторые наши дети уже совсем не могут встречаться с людьми, разговаривать с ними. Такой ребенок постоянно в волнении, редко общается из-за этих смарт-устройств. Они внушают ему какие-то мысли. Может быть, заводит его на плохие сайты, если он заходит на YouTube или другие сайты с видео. Возможно, он научился каким-то плохим словам. Так что пусть люди проявят бдительность. Один брат, его дочери 3 года, рассказывает. Она взяла, говорит: я скачал игру. У него была игра, в ней изображается кошка. Ты что-то говоришь ей, и кошка за тобой повторяет. Он рассказывает: и я скачал ее, чтобы дочь поиграла. Пришел и говорю: ассаляму алейкум. И кошка повторяет: ассаляму алейкум. Он говорит дочери: давай, скажи ей что-нибудь. Знаете ли вы, что сказала эта 3-летняя девочка? И так как она всегда была в айпаде, всегда слушала, что там есть, она сказала... Он говорит: у меня на голове волосы стали дыбом. Этот человек мой друг, он имам мечети, хафиз Курана. Он доктор в университете. Он говорит: я схватил ее и спросил: где ты научилась этим словам? 3 года или может быть 4. Я говорю о том, что ты не знаешь, кто воспитывает твоего ребенка через эти устройства. Я не проявляю излишнюю строгость и не говорю: ничего не давайте и все запретите. Ты не можешь запретить полностью. Но введи правила, чтобы не дошло до того, когда ты не знаешь, кто воспитывает твоего ребенка, кто учит его этим словам, кто внушает ему разные понятия. Возможно, он сидит в этих устройствах больше, чем общается с тобой. Далее, займи время своих детей. Ты можешь даже принести им книги. Давайте тому, кто прочитает книгу и расскажет мне, про что она, я дам такой-то приз. Кто выучит что-то из Корана, тому дам такой-то приз. Кто сделает какое-то физическое упражнение, пусть он для этого тренируется 2-3 дня. За такое упражнение я дам ему такой-то приз. Я должен придумать для них разные вещи, чтобы им было чем занять свое время. Я должен придумать для них разные вещи, чтобы им было чем занять свое время.